Здравствуйте, вы смотрите новости в прямом эфире, в студии Влад Давыдов. Смотрите в выпуске. У города Якутска новый мэр. С какими итоговыми цифрами завершились выборы на должность главы столицы? Переход на весенний режим, грузоподъемность автозимников начнут снижать в Хангаласском районе со 2 апреля. Молодой фермер. История жителя Алекминского района, ведущего свое крестьянское хозяйство. В столице республики завершились досрочные выборы мэра. Победу одержал Евгений Григорьев, кандидат от «Единой России», до этого временно исполнявший обязанности главы Якутска. За него, по предварительным данным, свой голос отдали 37 083 избирателя. Второе место в выборной гонке занял Виталий Обедин, представитель «Справедливой России». Он набрал 33 228 голосов. Замыкает тройку кандидат от Компартии Сава Михайлов. За него голоса отдали 9 535 граждан. Цифры вы видите на своих экранах. Глава Якутии поздравил Евгения Григорьева с победой. Айсен Николаев отметил, что Григорьев справится с новой ответственной должностью и много сделает во благо Якутска. Хочу поблагодарить всех горожан, которые не остались в стороне и в эти дни пришли на свои избирательные участки, отметил Айсен Николаев на своей странице в Инстаграме. К другим новостям. Потепление прогнозируют в апреле по Якутии. Таким образом, средняя месячная температура воздуха будет значительно выше мартовской и в большинстве районов Якутии составит от -6 до -9. В юго-западных районах -4, -5, на севере республики -11, -19. Ну а во второй половине апреля в периоды потепления они могут повышаться до +6, +10 градусов, на юго-западе до +16, +20. Количество осадков увеличится по сравнению с мартом. Из опасных явлений в апреле наблюдаются сильные ветры, метели в нижнем течении Лены в западных районах. Кроме того, возможны снегопады в южных и юго-западных районах. Тем временем понижение грузоподъемности произведут на автозимниках и ледовых переправах на территории Хангаласского района со 2 апреля. Сообщается, что на временном автозимнике «Умнас» по маршруту Улуханан, граница Алекминского района, со 2 апреля понизит грузоподъемность до 20 тонн, а с 9 апреля до 10 тонн. Ну а закрытие автозимника намечено на 15 апреля. С 6 апреля планируется снижение грузоподъемности до 15 тонн на временных ледовых переправах Покровск, Первый Жемкон, Булгуняхтах, Тойонары. Понижение до 10 тонн проведут с 10 апреля, закрытие также ожидается с 15 числа. Упордорлена организовала дежурство в непогоду на трассе в Нерюнгринском и Алданском районах. Там в ближайшие дни ожидают обильные осадки в виде снега с повышением температур. Упордорлена рекомендует водителям быть предельно внимательными во время движения и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Настоятельно рекомендуется отказаться от рискованного маневрирования, которое может привести к созданию аварийных ситуаций, отметили в ведомстве. С этого года началась реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Нюрба. Долгие годы население района страдало из-за отсутствия соответствующей взлетно-посадочной полосы, особенно в летний, весенний, осенний периоды. Реконструкция аэропорта должна была начаться в 2016 году. Проект реконструкции взлетно-посадочной полосы был утвержден тогда же, в 2016. Однако в связи с экономической ситуацией реконструкция аэропорта была отложена. Спустя 6 лет началась долгожданная реконструкция взлетно-посадочной полосы. Отметим, что аэропорт Нюрба – один из региональных аэропортов в Якутии, реконструкция которых вошла в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Так что у нас будет, скажем так, всепогодный аэропорт, и не будет этих закрытий в период распутицы. У нас будет транспортное сообщение круглогодичным. Работы ведутся ООО «Подрядчик», и также по нашей просьбе, по просьбе главы района,
задействованы местные кадры, они являются субподрядчиками. Первым шагом по реконструкции полосы является его отсыпка. Для того, чтобы продолжать функционирование аэропорта и возможность обслуживания воздушных судов, было произведено укорочение полосы на 550 метров и перенос светосигнальных огней и дневной маркировки аэродрома на оставшиеся 1300 метров. Таким образом, перебоев в воздушном сообщении со столицей региона не будет. Без прекращения полетов хотим завершить реконструкцию ИВПП. Но это решение принято ФКП аэропортами Севера, и в летнее время мы должны подготовить эту полосу, протестировать ее, сделать систему посадку, маленько переместить, сделать облет и принимать на него воздушные суда. Сегодня работы идут полным ходом. Все необходимые материалы уже завезены. В настоящий момент ведется отсыпка перрона песчано-гравийной смесью. Также укладка теплоизоляционным материалом. Затем снова ПГС, и только после такого торта будут монтироваться бетонные плиты. Ну, сейчас вот на данный момент мы должны здесь отсыпать 60 тысяч кубов, которые мы уже выполнили. То есть на данный момент у нас практически все готово. То есть мы сейчас делаем такую работу, что доводим все до отметок. Потом все это дело накрываем пеноплексом, соответственно, потом закрываем и пеноплекс тоже. На сегодняшний день мы план максимум уже, можно сказать, выполнили. Строительство объекта финансируется по федеральной целевой программе, должно завершиться в 2023 году. Строители к этому сроку во что бы то ни стало намерены сдать объект в эксплуатацию. Роман Савинов, Нюрбинский район. В эти дни в Амгинском районе по маршруту Якутск-Амга-Оннёс-Леги выехал автодесант, посвященный 76-летию Великой Отечественной войны и столетию героя соцтруда Петра Яковлева. На 20 машинах выехали около 120 человек, все они родом с села Леги. В то время в селе проживало более 400 человек, имелись крупные хозяйства, занимались земледелием, разведением скота. В 1969 году указ о переселении полностью изменил жизнь сельчан. Сейчас их дети, внуки ежегодно приезжают на малую родину и вспоминают своих предков. Также любители лыжного спорта отправились в экстремальный марафон протяженностью в 105 километров от села Оннёс до местности Тюгальте-Лягинского наследия. Хотелось бы отметить то, что Руслан Ильич как бы своим таким посылом, собирает людей, земляков своих Лягинского наследия. Вроде деревни нет, но она живет на самом деле. Это очень, очень прекрасно, я думаю. И вот есть другие задумки, есть другие идеи именно по этой трассе сделать в спортивном режиме. Но это было сегодня экстремально довольно-таки. Черкёхский историко-мемориальный музей «Якутская политическая ссылка» был создан силами общественности по инициативе Дмитрия Сивцева-Суруна Амаллона. В музее собраны и показаны историко-архитектурные памятники деревянного зодчества. По проекту «Сохраним памятники» первой отреставрированы мельница Топчанка. Старт этому проекту дал глава Якутии Айсан Николаев, и в прошлом году уже несколько объектов восстановлены. В эти дни состоялось выездное совещание по вопросам проведения реставрационных работ в памятниках истории и культуры Татинского улуса. Благодаря спонсорам-меценатам планируется много работы. Вот в прошлом году мы начали движение «Сорона Малонфест». В этом году нашему великому земляку, Дмитрию Коновичу Сорону Малону сегодня исполняется в этом году, 115 лет. И хотелось бы, конечно, чтобы то движение, которое мы начали в прошлом году, именно в Черкёвском музее, оно было продолжено. И здесь мы запланировали примерно 9 объектов культурного наследия, которые должны быть отремонтированы, отреставрированы. В селе Кыллах Алекминского района живет и работает молодой фермер. Как он занимается непривычным для современной молодежи делом – ведением крестьянского хозяйства. Сюжет Елены Фаст. Георгию из села Кыллах всего 26 лет. Третий год он занимается крестьянским хозяйством. Ну, я не знаю, родители посоветовали. Стань молодым фермером, говорили. Сперва я не хотел этого, но потом как-то уговаривали. Сейчас? И все, к выводу так уже подошли. Сейчас втянулись? Ну, хорошо. Не жалею. В 2019 году попробовал свои силы в конкурсе «Агростартап». Получилось. Тогда у него было 6 дойных коров. Сегодня в целом 42. Коров 17,
недели 7. И молодняки эти 15, получается. Кроме своих коров, молодой фермер прикупил 10 нетелей холмогорок в кладовой Алекмы. Все они отелились. Ну, у холмогорских коров, ну, конечно, молока больше, чем у нас. Ну, у нас эти якутские называются коровы. Поэтому Они имеют свои преимущества? якутские коровы имеют преимущество, да. Ну, в холодной зиме они как-то получше, чем холмогорские. Холмогорские как-то замерзают. Поддержка очень важна, говорит молодой фермер. За это время получилось обновить технику, а это очень важно для хозяйства. Очень хорошо работают они сейчас. Они приобрели 10 голов в кладовой Алекме, нетелей. Они все отелились 100%. И приобрел трактор, также приобрел пресс-подборщик. Ну и все навесные, да, которые... Сейчас он хорошо работает, все. Сейчас будет молоко сдавать. В прошлом году у него молоко тоже очень хорошо сдал. В планах поставить новый коровник, а в старом держать молодняк. Работы хватает всем, улыбается Георгий. Благо, семья большая и крепкая. Поддержка есть. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. В Намском Улусе идет комплексная спартакиада среди наследников района. Одним из первых видов спорта стал хоккей. Соревнования по хоккею уже стали традиционными, проводятся в селе уже 3-й год. В этом году за кубок боролись 12 команд, общее количество участников 120. По итогам почетное 3-е место заняла команда партизанского наслега, на 2-м месте команда Ленского наслега, 1-е место завоевала команда Едяйского наслега. Я сам пенсионер, мне 57 лет. Вот. И с детства мы все время играли в хоккей. У нас в районе, в селе 3-4 команды бывало играли, дворовые. Вот. Но там было примитивно, лед, на озере, на протоках, сгребали снег и играли. А сейчас вот условия создались в нынешнее время. Корт новый поставили, каток, прокат. Ну, в общем, в современном виде. Эстафета огня Игорь Манчары стартует в Мегино-Кангаласском районе в июне. С родного Аласа Василия Манчары в Мегино-Кангаласском Улусе перейдет реку. Посетив все наслеги горного района, прибудет в Бердигестях. Во время состязания привлекут около 100 волонтеров. Они получат специальную экипировку под цвета флага горного района. Проект пока разрабатывается. Турнир будут транслировать на телеканале НВК «Саха». Отмечается, что торжественное открытие Игорь Манчары планируют перенести с 6 на 7 июля, ну а закрытие состоится 11 июля. Таковы новости к этому часу. Оставайтесь на нашем канале и будьте всегда в курсе.